Это здание в центре Казани, где сейчас располагается правительство Татарстана, начали строить в 60-х годах для областного комитета Коммунистической партии Советского Союза. Здесь был центр принятия решений, которые определили пути развития ТАССР на многие десятилетия вперед. Возводить здание татарского обкома КПСС начали по проекту, разработанному в 50-х годах главным архитектором республики Саначиным и главным архитектором Казани Солдатовым. Это должна была быть помпезная высотка в стиле сталинского ампира с декоративными элементами и высоким шпилем. Но воплотить первоначальный проект не удалось, как гласит официальная версия, из-за нехватки времени и средств. Но существует легенда, что стройку остановил лично советский лидер Никита Сергеевич Хрущев в ходе рабочей поездки в Казань. По неофициальной версии, такое роскошное и дорогое здание Хрущев счел нескромным для областного комитета партии. Не случайно в 1955 году вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Якобы размашистым жестом руки советский лидер провел на проекте линию, выше которой строить было нельзя. Архитекторы скорректировали проект, и получилось строение в советском административном стиле. Но время требовало не только другой архитектуры, а лидеров новой формации. В 1960 году на партийном пленуме делегаты единогласно избрали на должность первого секретаря татарского обкома КПСС Фикрята Табеева. Именно он и стал первым руководителем, кабинет которого расположился в построенном здании. По нормам государственной жизни тех лет именно первый секретарь обкома нес ответственность за состояние дел во всех сферах жизни своего региона. Более подготовленного от природы к работе с людьми, чем Фикрат Ахмеджанович, я не встречал. Не ошибусь, если утвердительно скажу, это мнение абсолютного большинства людей, которые его знали и общались с ним. Высокообразованный, молодой, статный, доступный. Вот таким в 60-м году предстал перед татарстанцами 32-летний, самый молодой в стране первый секретарь обкома партии Фикрят Табеев. Старшее поколение партийцев тех лет безмерно благодарно Семену Денисовичу Игнатьеву, легендарному партработнику ЦК КПСС, который увидел в молодом ученом, заведующем отделом обкома по идеологии, будущего перспективного масштабного партийного организатора. Яркий лидер советской эпохи Фикрят Табеев был, что называется, человеком, который сделал себя сам. Он родился в 1928 году в большом старинном татарском селе Азеево в Рязанской области, в дружной, трудолюбивой семье. Успешно окончил школу и поехал за своей мечтой – хотел стать морским офицером. Табеева приняли в Бакинское высшее военно-морское училище. Но по просьбе матери, которая потеряла на фронтах Великой Отечественной войны мужа и старшего сына, единственный кормилец Фикрят вернулся домой в колхоз, а затем поступил в Казанский университет на историко-филологический факультет. Учился Табеев только на отлично и стал одним из двух университетских сталинских стипендиатов и получал 790 рублей в месяц. По тем временам это были сумасшедшие деньги, 2 месячные зарплаты. Документы оформляли долго, а потом Фикрят получил сразу несколько месячных стипендий. Половину денег он отослал маме, а на оставшиеся закатил пир для своих вечных голодных однокурсников. Купил 10 гусей в студенческой столовой, из них сварили лапшу. Этот ароматный суп и вкусное мясо его друзья и сам Фикрят Табеев запомнили на всю жизнь.
Уже в университете Табеев активно влился в общественную жизнь. В 1951 году он получил диплом, несколько лет проработал преподавателем, а в 1957 ушел на партийную работу. Уже через 2 года, в 1959-м, Фикрят Ахмеджанович был избран вторым секретарем татарского обкома КПСС, в 60-м – первым. На этом посту у руля республики Табеев оставался почти 20 лет, с 1960 по 1979 годы. После отставки с поста первого секретаря обкома КПСС Игнатьева новым руководителем ТАССР стал молодой партийный деятель Фикрят Ахмеджанович Табеев. И при нем республика, безусловно, преобразилась. Она превратилась в один из самых передовых индустриальных и аграрных регионов не только РСФСР, но и всего Советского Союза. Именно при Фикряте Ахмеджановиче Табееве началось бурное развитие нефтедобывающей промышленности, началось строительство нефтеперерабатывающих химических производств. По инициативе Фикрята Ахмеджановича был заложен и начал строительство Камский автомобильный завод. И, конечно же, вот эти грандиозные экономические преобразования, они, безусловно, оказывали такое же грандиозное влияние на общественное сознание и на культуру. В российской исторической науке 60-е годы считаются одними из самых продуктивных и эффективных периодов советской эпохи. Экономические преобразования 1965 года известны как Косыгинская реформа по имени председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, который стал инициатором и руководителем ее проведения. В ходе реформы была восстановлена система отраслевого управления промышленностью и сельским хозяйством. Предприятия получили большую хозяйственную самостоятельность, свободу в распоряжении прибылью, уменьшение директивных плановых показателей. Были усилены меры по стимулированию труда работников. Именно в эти годы в ТАССР заложили экономический базис, который стал основой успешного развития республики на многие десятилетия вперед. 60-е годы – это один из самых эффективных и продуктивных периодов советской эпохи вообще считается. По мнению многих историков, которые занимаются советским периодом, вот этот конец 50-х годов, начало 60-х годов считается это тот период, когда Советский Союз имел наименьший отрыв по развитию от стран Запада. Ну, понятное дело, здесь освоение космоса, 12 апреля 1961 год, полет Гагарина, к которому Татарстан имеет самое прямое отношение, потому что здесь очень многие заводы получали задания для вот как раз в связи с полетом первого пилотируемого корабля. Считается, что 8-я пятилетка, а это вторая половина 60-х годов, можно назвать золотым периодом в истории социализма. В этот период были приняты Косыгинские реформы, которые были направлены на действительное стимулирование, материальное стимулирование рабочих. В связи с этим в экономике страны, особенно, кстати говоря, в сельском хозяйстве, произошел большой прорыв. В середине 50-х годов в Советском Союзе началось освоение целинных земель Казахстана, Оренбуржья, Башкирии. Основная часть средств, выделенных на развитие аграрной сферы, шла в эти регионы. ТАССР со своими давно распаханными полями в эти годы получала финансирование на сельское хозяйство по остаточному принципу. Серьезные проблемы в аграрной отрасли возникли в связи с бурным ростом нефтедобывающей промышленности и строительством Куйбышевского водохранилища. Из сельхозоборота республики ушли огромные площади, причем наиболее плодородных черноземов. Сельское хозяйство ТАССР требовало чрезвычайных антикризисных мер. Людей надо было кормить. Хлеба не хватало. И мы вынуждены были еще за счет закупленного, хотя тогда железный занавес был в мире, холодная война же была,
Хлеба не хватало, почему и страна стала осваивать селину, потом и делать орошаемые земли и так далее. Это ведь из-за того, что хлебом не обеспечивали страну. Завидовали мы белой завистью Башкортостану. Башкортостан намного больше производил хлеба. Я же еще работаю председателем Совета Министров. Каждый день с утра работу начинал. Сколько вагонов пшеницы поступило в республику для того, чтобы перебой с хлебом не обеспечивать. У нас своя пшеница для хлебопечения не годилась. Для белого хлеба наша пшеница не годилась. Крепло и развивалось сельское хозяйство республики. С каждым годом колхозы и совхозы получали все больше тракторов, комбайнов, автомашин. Повышалась культура земледелия и животноводства. Постановление мартовского пленума Центрального комитета партии 1965 года вызвало подъем трудовой активности, развязало инициативу тружеников села. Борьбу за дальнейший рост сельского хозяйства возглавили коммунисты. Косыгинская реформа предусматривала меры поддержки сельского хозяйства. Закупочные цены на продукцию повышались в 1,5-2 раза. Вводилась льготная оплата сверхпланового урожая. Снижались цены на запчасти и технику. Уменьшились ставки подоходного налога на крестьян. Эти меры дали свои плоды. Фикрет Ахмеджанович часто говорил, что он полюбил сельское хозяйство. Услышать такое от историка-филолога казалось бы странно, но этого потребовали интересы населения республики. Надо было накормить досыта людей хлебом насущным. И эта задача при нем была решена. И в сельском хозяйстве, если в СССР в целом производительность труда выросла на 37%, то в Татарстане на 44%. В этот период происходили интенсивные процессы, направленные на внедрение научно-технической революции в сельское хозяйство, не только в промышленность. Если вот в первые послевоенные 20-летия сельское хозяйство рассматривалось больше как донор, то в 1965 году была принята комплексная программа по развитию сельского хозяйства, когда была поставлена задача, и мне кажется, она была поставлена реально, чтобы сельское хозяйство стало вровень с промышленностью. Были приняты очень амбициозные программы по механизации, автоматизации производственных процессов, мелиорации, химизации. И вот, как я уже сказала, результат был действительно налицо. Татария стала краем высокой культуры земледелия. 60 тысяч механизаторов, 10 тысяч специалистов трудятся сегодня в колхозах и совхозах республики. Выросли и стали стабильными урожаи. За годы пятилетки урожай зерновых удвоился. С каждым годом весомее татарский каравай. Государству сдано в 1966 году 58 миллионов пудов, в 1967 уже 70, в 1968 91. Хлеборобы республики досрочно выполнили пятилетний план продажи зерна государству. Но, конечно, важнейшим экономическим потенциалом 60-х годов для ТАССР была нефть. Не случайно в эти годы в нефтяной отрасли СССР даже появилось понятие «татарская школа». Путь к лидерству был нелегким. С начала промышленного освоения ромашкинского месторождения в 50-е годы ТАССР неустанно наращивала нефтяной и нефтехимический потенциал. И ко второй половине 60-х годов Татарская республика была готова взять небывалую производственную высоту – добывать 100 миллионов тонн черного золота в год. Татарии выпала важная роль. Она была ведущим нефтедобывающим районом страны. От татарских нефтяников во многом зависело обеспечение Родины жидким топливом. Поэтому развитие нефтяной индустрии стало предметом особой заботы партийной организации республики.
Первым цифру 100 миллионов тонн нефти в год озвучил Фикрят Табеев, первый секретарь татарского обкома КПСС. Это было не случайное решение. К тому времени в СССР уже открыли громадные месторождения в Западной Сибири. Газеты восторженно писали о будущей добыче миллиарда тонн сибирской нефти в год и триллиона кубометров газа ежегодно. ТАССР могла потерять приток союзных капиталовложений в отрасль, что могло сильно притормозить развитие республиканских нефтяных месторождений и, следовательно, всей промышленности республики. Решение о 100 миллионах тонн татарстанской нефти принималось на самом высоком уровне. Оно требовало большой технической проработки, огромных объемов бурения, серьезных капиталовложений. Несколько месяцев на самом высоком уровне шли согласования и переговоры. Республика в те годы была еще молодым нефтедобывающим районом, но уже с большими производственными амбициями. Фикрят Табеев предпринял значительные усилия, чтобы появилось постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по улучшению разработки нефтяных месторождений в ТАССР. Мы никогда себе до этого не представляли, что Татарстан будет добывать 100 миллионов. Примерно 2,5 часа шло у секретаря ЦК вот это совещание. И, значит, до того дошло, что смежные министры все отбивают. Табеев встает и нажимает. Встает, нажимает. И вот он, значит, с каждым, значит, говорил, выступал, доводы приводил, так, и, ну, фактически даже давил на министров. Там разговор был такой жесткий. Вот это было направлено на то, чтобы нефтяная промышленность развивалась не однобоко, не только добывать, а вот территория должна была развиваться. Территория. То есть это должно было быть не на сиюминутные решения вопросов, а надолго и серьезно вот эта территория, развитие территории. Решение партии и правительства позволило финансировать нефтяную отрасль, включая геологоразведку. Благодаря нефти в республике была заложена база мощного нефтехимического комплекса. Появились два крупных нефтехимических предприятия – Казанский завод органического синтеза и Нижнекамский нефтехимический комбинат. Эти предприятия давали возможность отойти от порочной практики продажи сырой нефти и перейти к цивилизованному ее использованию путем переработки. В 60-е годы происходили крупные изменения как в старом Казанско-Зеленодольском промышленном узле, так и развивались очень интенсивно новые районы. Это нефтяной Юго-Восток и Камская промышленная зона в связи с развитием, в связи с созданием нефтехимии в Нижнекамске, двух крупнейших предприятий, которые Нижнекамск нефтехим и Нижнекамшина. Постановление по комплексному развитию нефтяной отрасли и ее инфраструктуры дало возможность расцвести Альметьевску, Лениногорску, Бавлам и другим городам и поселкам Советской Татарии. Названия некоторых стали известны всей стране. Например, Нижнекамск – город-шестидесятник, символ романтики, молодости и трудовых подвигов. 10 лет назад города не было. А что было? Об этом рассказ Ильфара Саитова. Я приехал 12 августа 61 года. Ну, правильно говорю, что ничего тут не было. К тому времени город определился точно, где он будет строиться, база определилась, где будет строиться. Ну и какие-то очертания химкомбинат, то, что здесь уже построено, значит, место было отделено. Вот все, что было. И через 3 года с того дня, как я приехал сюда, мы начали сдавать уже капитальные дома, как мы их называем, капитальные. На городе жилые, 5-этажные, 80-квартирные, 120-квартирные дома. Так начиналась наша жизнь.
Они построили город юности и теперь живут в нем. Именно при Фикряте Ахмеджановиче Табееве началось бурное развитие нефтедобывающей промышленности, началось строительство нефтеперерабатывающих химических производств. Татарстан, будучи автономией, он же ведь опережал по экономическому развитию многие союзные республики, например, республики Балтии, хотя они считались довольно передовыми в масштабах СССР. Татарстан, как научный центр, экономический центр, он, конечно же, блистал на вот этом экономическом небосводе СССР. Тем более все мы помним, что это был самый главный регион нефтедобычи. И вся обороноспособность СССР, она строилась на деньгах от этой нефти. И еще один момент. Надо учитывать, что промышленность в ТССР в тот период, она не была местной. Всего лишь там небольшие проценты принадлежали республике. Вся основная индустрия работала на оборонный комплекс. То есть в республике ковался оборонный щит СССР. В эти годы в ТАССР продолжали развиваться и другие отрасли промышленности. Экономическая реформа способствовала ускорению социально-экономического развития. Машиностроители освоили выпуск около 700 образцов современной техники. Среди них самолеты Ил-62, компрессоры, манометры, медицинские инструменты, часы. 44 изделиям был присвоен знак качества. В Советском Союзе такие товары ценились особенно высоко. За 8-ю пятилетку с 1966 по 1970 в промышленности ТАССР было создано 200 новых предприятий и 200 цехов на уже работающих заводах и фабриках. При этом преимущественно развивалась тяжелая промышленность, машиностроение, авиастроение, то есть те отрасли, которые работали на усиление мощи советского государства. Легкая промышленность заметно отставала. Продукция Татарии идет в десятки стран мира. Брюссель. Международная выставка. Гран-при мастерам Казанского компрессорного. В этот период еще очень мощно развивалась научно-техническая составляющая. Появились десятки научно-исследовательских институтов, которые работали на научное обеспечение нефтяной промышленности, приборостроения, машиностроения, авиастроения. Расширялись факультеты, появлялись новые факультеты, расширялись отрасли, которые готовили новые профессии для нефтяников, для разработки нефтяных месторождений, людей, которые обеспечили бы научно-технический прогресс в промышленности. Иностранные ученые в гостях у академика Бориса Александровича Арбузова. Ваш город – город науки. В Казани жил-работал всемирно известный химик Александр Ерминингельдович Арбузов. В столице Татарии каждый 8-й житель – студент. Здесь 13 вузов и 50 научно-исследовательских институтов. В народном хозяйстве республики трудится 185 тысяч специалистов. Каждый второй имеет высшее или среднее образование. Звездным часом Татарии в самом конце 60-х стал еще один проект, равного которому по масштабу в истории республики не было. В 1969 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей. Было изучено 70 вариантов его размещения в самых разных регионах СССР. Выбор пал на Набережные Челны, маленький городок на Каме. Руководители республики, проектировщики и строители обсуждают вопрос о сооружении крупного автозавода. 13 декабря 1969 года был вынут первый ковш земли на строительстве Камского автозавода, который был рассчитан на производство 150 тысяч большегрузных автомобилей и 250 тысяч двигателей в год.
Комплекс заводов на Каме раскинулся на обширной территории в 57 квадратных километров. Одновременно со строительством КАМАЗа стал развиваться город Набережные Челны. Благодаря автозаводу в ТАССР появился еще один мощный промышленный и научный центр. Шестидесятые. Кажется, что эти годы ушли далеко назад, и за горизонтом остались производственные успехи, политические и общественные проблемы, и все это дела давно минувших дней. Но именно в 1960 году Казанский завод электронных вычислительных машин приступил к освоению большой универсальной ламповой ЭВМ первого поколения М-20, по сути, первого компьютера. Новая эра настала, и именно в 60-е ТАССР уверенно перешагнула в Лигу экономических лидеров Советского Союза. Был задан вектор нового экономического движения, но это уже совсем другие вехи истории.